сделать, ведь дети так ждут Кэджит-Пэля. Он посохом должен коснуться везде, чтоб все, кто уснули, проснуться сумели, а все их желания в его бороде. Любимые герои коми-сказок сегодня в гостях у детей Кайгородского района. Уходящий год добрых дел должен запомниться им необычным праздником. Артисты ансамбля «Асякэ» подготовили спектакль, в котором есть и загадки, и игры. В труппе всего 5 человек, но и этого, уверяют артисты, для небольшой площадки много. Ведь посмотреть на героев приехали детишки со всего района. Вот так весело, а главное интерактивно проходит предновогодний праздник для детей Кайгородского района. Здесь их порядка 80 человек. Спектакль не в концертном зале, а прямо в холле. Каждый ребенок может лично познакомиться с коми-дедом Морозом Кэджит-Пэлем, а не только увидеть его со сцены. Главный герой праздника от привычного Дедушки Мороза отличается только внешне. Нет длинной шубы в пол, вместо нее стилизованная малица с капюшоном. На голове шапка-ушанка, а на ногах национальные пимы. Сам такой же добрый, улыбчивый и краснощекий, каким принято быть сказочному хранителю леса. В этом году сказку решили сделать необычную, как Дед Мороз и Снегурочка, а по преданиям коми-народа. То есть я уже не Дед Мороз, а Кэджит-Пэль. У нас есть Пера-богатырь, у нас есть Райда, у нас есть Ветер. Есть, опять же, самый злобный персонаж нашей мифологии – Ягморт. И вот на этой основе сделали такую сказочку. В общем, достаточно интересно получилось, необычно, главное. Алексею Улешеву по душе играть отрицательных персонажей. Они, говорит артист, выглядят колоритнее и ярче. Вот только главное – не переборщить. Когда первый раз играл Лешего, сказали, что современные дети такие, современные, ничего не пугаются, делают страшный грим. На первое утреннике маленькие дети плакали, помню. Плакать сегодня точно не придется. Даже Ягморт в год добрых дел быстро становится хорошим. Играет с детьми, поет песни и водит хороводы. У Ксюши Лебедевой сегодня двойное торжество. И Новый год, и день рождения. Исполнилось 9 лет. Такой большой компании свой личный праздник отмечать ей еще не приходилось. С друзьями, с моей сестрой младшей Вероникой приехала. Мне сегодня понравилось водить хоровод. И мне понравилось, когда мы кричали «Елочка, зажгись!». Сегодня на празднике не только жители райцентра, но и гости со всего района. Творческий десант Республиканской филармонии раздает сладкие гостинцы, привезенные из столицы Коми. Мне понравился хоровод. Очень красивый, веселый праздник, красивые костюмы, много подарков. Детям очень это нравится. Для взрослых зрителей программа другая. Свой сольный концерт в Кайгородок привезла Екатерина Курочкина, артистка ансамбля «Асякэ». Программа «Я лечу над Россией» особенная. Представляет разные регионы нашей страны с их отличной культурой. Наш дом Россия, наш дом Россия, и лучше дома на свете нет. Звучат и русские народные песни, и романсы в обработках наших коми-композиторов. Главное, говорит сама артистка, внутренний посыл. Если откроешь душу зрителям, они обязательно ответят тем же. Если многие артисты берут за деньги сольные концерты, то для года добрых дел мне хочется сделать подарить искусство бесплатно. В деревня и села, в такие далекие, даже далекие села мы поедем, чтобы люди там действительно посмотрели, а что творится в республике, показать культуру. На очереди у артистов филармонии еще более 20 таких же спектаклей и концертов. Их покажут в разных уголках республики за месяц. Так что времени на отдых у коллектива почти нет. Привести добрый Новый год они хотят успеть каждому жителю Коми. Любовь Филиппова, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Кайгородский район.